Всем привет! Сейчас пройдем территорию Краеведческого музея. Левую сторону я покажу, не показывал. Сейчас вот здание, вот это я говорил уже давно, мы проходили в детстве вот посюда. Вот с левой стороны, в Прогресс. Сейчас это специализированная детско-юношеская спортивная школа номер 3 имени Валерия Петровича Киремяса. Заслуженный работник физической культуры, заслуженный тренер республики. Так, отсвечивает солнце. Вот старинные фотографии. Емельян Ярославский. Вот он. В очках. Ух, не вижу я ничего на экране. Солнце отсвечивает. От хранилища. В этом хранилище я был. Дипломную работу делал, когда в училище. Материал использовал. Якутские национальные серьги, браслеты. Геох называется. Дипломную работу я делал. Из мельхиора украшений. А здесь на территории слева, здесь балаган якутский. Новодел, конечно. Вон старое здание даже сохранилось. Одноэтажное. В балагане проводятся всякие мероприятия. Здравствуйте. Балаган ищите? Да нет, показываю Ютубу. Ну давайте. Наша достопримечательность. Я тут думал. Достопримечательности показываю. Да, Вот сделали в национальном стиле. Видите, такие стенки покатые. Ну, новодел, конечно, но хоть такой есть. Видите, не стены какие. Так наклонены. Окошечки были маленькие давно. Это коновязы. Национальная. Лошадей привязывали сюда. Это вот коновязы. Большие. Ой, извините, фигале. Называется по-якутски. Комплекс такой сделан. Сейчас я туда зайду. Там табличка есть. Погода сегодня отличная. Так, тут снегу, море. Давайте пройдем. Я вам покажу поближе. Все пробегал мимо. Вот они. А вот здесь на этом месте давно острог стоял. Якутский. Он, увы, к сожалению, сгорел. Это еще от казаков, который остался. Но табличка здесь где-то была. Где она? Только что... А, вот она. Мимо прошел. Вот. Якутский ритуальный комплекс Арбах. Автор идеи С. Шишигин. Автор проекта и руководитель исполнительной группы Ф. Марков. Народный художник Республики СКА. Федор Марков. Мы с ним в училище учились. Он старше был курса именно. Исполнители Степанов, Слепцов, Савин, заслуженный художник Российской Федерации, Захаров, Шадрин, Слепцов. Да, памятный знак есть. Немножко он уже обгорел на солнце. Вот смотрите, он большой, высокий. Интересно сделали. Вот его бы надо было бы еще, наверное, протравить чем-то. Видите, он темнеет со временем.
Когда только построили, он был светлый такой, красивый. А тот ретро-музей, вот он, который находится, я потом в следующий раз покажу. Сейчас я вам Емельяна Ярославского покажу. Настоящая фамилия у него Губельман. А Ярославский это как подпольная кличка была, видать. Псевдоним, вернее, не кличка. Вот его дом. Ссылку он здесь проходил. У нас в Якутске. Емельян Михайлович, 1878-1943 году умер. Здесь снегу стоит. Мешком занесен. Немножко природы в ленту. Вот так красиво смотрится на весеннем небе. Смотрите, какие шапочки на фонарях. Вот Емельян Ярославский Михайлович, отчество. Наш краеведческий музей. Потом когда-нибудь тоже репортаж сделаю. Не знаю, там съемку разрешат, не разрешат. Что-то они строгие насчет этого дела. Ну, спросим, узнаем. Вот такая площадь в краеведческом музее, большая, хорошая. Вот острог вот здесь стоял. Вот на этом месте. Вот где машина, чуть сюда ближе. Его перенесли. Настоящие остроги, они стояли на площади Дружбы. Вот казаки, которые построили. Здесь была чуть-чуть поменьше башня. Сторожевая. Они, по идее, здоровые были, высокие. Но вот эта, которая сгорела, башня, она была поменьше. Вот так по фотографиям, если смотреть. Вот церковь. Мы когда-то с сыном заходили вот туда наверх, разрешили колокола позвонить. Здорово так было. Ну, территорию убрали здесь, чистенько стало. Про это я здание рассказывал. Здесь старое здание было давно. Медкомиссию мы тут проходили в армии. Здесь у него было старое здание, еще от старого Якутска осталось. Сейчас вот вместо него другое построили. Церковное сооружение. Так, это наши достопримечательности местные, небольшие мусорки. Улица Ярославская. И на одном доме здесь интересно. Это не на этом. Вот левее, который был. Там ветеранов войны. Вывески повесили. Прямо в каждом подъезде ветераны войны жили. Не знаю, сейчас кто живой остался или нет. Так, видео продолжается. Вот потеплело уже. Более-менее можно долго снимать. Видео не замерзает сотовый. Хочу вам поближе показать музей.
Дом-музей. Про него мало кто знает, мало кто ходит. Это улица Хабарова. По светофору перейти придется. Что-то я так думал перескочить. Не получится. Давайте я перейду. Зарядки хватит, надеюсь. Но спешить не будем. Уже зеленый загорелся. Сейчас нажмем. Подождем немножко. Так, нажмем. Будем ждать. Сейчас я покажу музей быстренько поближе. Самый интересный забор. Вот этот забор, все это исторический. Я вам немножко расскажу про него. Ну, что я знаю. Улица Ярославского. Там Курашова идет. Все, сейчас все. Зеленый. Быстренько переходим. Сейчас покажу вам музей. Вот он. Как-то его сильно не рекламируют. Надо будет мне репортаж все-таки там провести. Сейчас времени нету. Вот забор вот с одной стороны новодел. А вот этот забор уже настоящий. Вот смотрите, видите дырки, да, на заборе? Это я так слышал, палубные. Когда швартовались старинные пароходы, там баржи, у них были полы сделаны. И чтобы вода стекала, вот такие дырочки делали. Это вот оттуда они. Можно даже, наверное... Ох, там снегу столько. Давайте я там поближе покажу. Смотрите, какой дом. Он стоит с прошлого века. И даже не пошевелился. Резные у него. Окошки хорошие. Вот. Романовка называется. Исторический памятник республиканского значения. В этом доме в феврале-марте 1904 года проходил 18-дневный вооруженный протест политических ссыльных против самодержавного режима и административного произвола в ссылке. 18 дней они держали оборону здесь, в этом здании. Очень историческое здание. Мало сюда кто ходит. Сходите, не пожалеете. Дом-музей. Якутская ссылка. Ярославского 5. Вот смотрите, видите? Какое дерево толстое. Вот дырочки сделаны. Вот, вот. А вот старинная фотография на баннере, да? Весна 17-го года в Якутии. Выставка идет. Но это 2017 года. Вот посмотрите. Старый Якутск какой был. Это вот заметьте. Фотография, да? Сделана. Посмотрите, что здесь. Это, я так понимаю, улица Октябрьская. Потому что, вот смотрите. Видно по фотографии. Вот это здание, кусок. Это библиотека Пушкина. Библиотека Пушкина идет. И улица Октябрьская у нас так шла. Так идет. А вот церковь видно, Никольская. Вот посмотрите. Вот она. Никольская церковь. И сзади на панораме вот горы видно. Вообще такая фотография отличная. Вот посмотрите. Это улица Октябрьская. Да, это она.
Вот смотрите, какие дома были здесь. Вот здание библиотеки Пушкина я показывал ниже репортажа, посмотрите мои. Вот кусочек, вот даже видите, заметьте эти башенки. Здесь, правда, нету гербов. Да здравствует свободная Россия. Союз почтово-телеграфных служащих. Вышли на демонстрацию. Улица Большая называется. Да, это улица Большая. Это улица Большая. Это сейчас вот здесь даже написано улица Большая. Вот Большая. Это проспект Ленина. Ну вы поняли, да? Сейчас я еще раз скажу. Проспект Ленина вот так идет. Это библиотека Пушкина. А это поворот с проспекта Ленина на Октябрьскую. Идет. И вот церковь Никольская видна. И там город вдалеке видно. Видите, какой вкус был хороший. Свободный. На территорию немножко зайду. Вот старый амбар стоит. Вот лестница, смотрите, какая крутая идет наверх. Расписание я запишу. Режим работы с 10 до 17. Выходные дни, суббота, воскресенье. Последняя пятница месяца, санитарный день. Смотрите, как отличное строение. Как давно строили дома. Бревнышки один к одному. А окна какие, смотрите. Внизу маленькие, видать, хозяйственный отдел. Кухня типа такого. А наверху уже жилое. Видите? Высокое здание. По тем временам это вообще... И сейчас оно большое. А по тем временам вообще шикарный дом был. Ну, ворота наводил. Ну, заборчик, да, вот. Заборчик древненький. Столбы новенькие, конечно. А дерево старинное. Доски вот эти. Это памятник Курнатовскому. Виктор Константинович. Почитайте в интернете про него. Кем он был. Вон печное отопление было. Печки наверху видно. Видите, да? Романовка в простонародье называется этот дом. Ну, мало кто о нем знает, конечно. Сходите, посмотрите музей. Я уже был там. Можно будет репортаж еще снять. Интересная экспозиция там. Ну все, на этом закончим. До свидания. Следующих встреч.